Перед началом просмотра обязательно поставьте лайк и оставьте свой комментарий. Они нам очень важны. В День прав человека в полиции удерживают женщину-инвалида и ее супруга. Во Всемирный день прав человека, 10 декабря, спецслужбы города Мара из собственной квартиры увезли в городской отдел полиции Ирину Мисник. Женщине 48 лет. Месяц назад она перенесла операцию по поводу сложного перелома ноги. И Ирину забрали из дома на скорой помощи, которую специально вызвали приехавшие работники органов. До этого, 8 декабря, на своем рабочем месте был задержан супруг Ирины Мисник Мухаммед Шамсетдинов. Мужчину около суток продержали в полиции, возможно, его пытали. Точные причины задержания остаются неизвестными до сих пор. 9 декабря его отпустили домой, а на следующий день пришли за его супругой. Сын Ирины, проживающий в данный момент в России, не может дозвониться ни до матери, ни до отчима. Телефоны обоих изъяты и в настоящее время отключены. 9 декабря, пока мать была еще дома, сын смог узнать, что дело в каких-то денежных переводах. В сентябре у меня дома в России случился пожар. Мама предложила тогда мне помочь и намеревалась переслать немного денег. До этого я сам по мере возможности помогал ей, говорит Виктор, сын Ирины Мисник. Единственный в настоящее время доступный способ передачи денег – это через людей в Туркменистане, имеющих также счета в России. Человек, находящийся в РФ, пересылает на указанный российский счет деньги с процентами за услугу, а уже через некоторое время его родственнику передают наличные в Туркменистане. Такой схемой пользуются сотни людей, находящихся за границей и желающих помочь оставшимся в Туркменистане родным. Подробностей того, в чем именно подозревают его мать и отчима, Виктор не знает. На возмущение сына, что за это не могут задержать человека, мать сказала, что там что-то другое. Ирина Мисник – человек с чувством собственного достоинства, она никогда не пройдет мимо несправедливости. Последний раз подобное случилось в начале ноября, когда она попала в больницу. В результате неудачного падения на работе у Ирины случился перелом ноги, причем сложный, в нескольких местах, а также вывих ступни. Женщину госпитализировали, ей потребовалась сложная операция с установкой металлических пластин и штырей. После операции Ирина, по словам ее сына, чуть не умерла, в реанимации ее оставили одну с трубкой во рту. Слизистые массы стали накапливаться и перекрывать кислород. Пациентка стала задыхаться, но из-за привязанных к кровати рук не могла ни помочь себе, ни позвать кого-то на помощь. На удачу в палату зашел врач, оказавший ей помощь. За все время пребывания в больнице женщина еще не раз столкнулась с непрофессионализмом, халатностью, откровенным хамством и бездушием медперсонала, причем начиная с санитарок и медсестер и заканчивая врачами. В настоящий момент судьба Ирины Мисник неизвестна. Ее нога в гипсе, передвигаться женщина может только при помощи посторонних, врачи прописали ей строгий постельный режим. Во второй половине дня 10 декабря супругу Ирины позвонили из полиции и потребовали приехать в городдел, якобы чтобы забрать Ирину. Мухаммед Шамсетдинов тут же выехал, однако вскоре вернулся, но без жены и в сопровождении полицейских. Из дома он забрал копию своего паспорта. С тех пор прошло уже более 6 часов. Телефон Ирины по-прежнему отключен, а ее муж на звонки не отвечает. По имеющейся информации, в настоящее время спецслужбы шьют против супругов уголовное дело. Не исключается, что их обвинят в мошенничестве. На допросы в полицию сегодня вызывали абсолютно всех, кто числится в адресной книге телефонов супругов.